Было непростым. Мне ли вам рассказывать? Итоги года Фарид Мухаммедшин подвел традиционно в открытом формате. В этом году Госсовет принял более 130 законов и свыше 400 постановлений. Как отметил Фарид Мухаммедшин, парламентарии подставили свое законодательное плечо, чтобы в республике заработали меры поддержки экономики и участников СВО. Главным же документом стал бюджет республики. В этом году он впервые за несколько лет будет без дефицита. Мы долго обсуждали его вместе с Рустемом Нургалиевичем, с Алексеем Валерьевичем, с коллегами на депутатском корпусе и не оставили возможности, чтобы рассчитывать на какие-то увеличения доходов в бюджет 2024 года по тем нашим расходам, которые мы запланировали, по госпрограммам, по проектам, по всем делам. Я думаю, это наша осторожность с одной стороны, с другой больше уверенность, что эти дополнительные доходы получишь или нет. Если не получишь, значит этот проект надо будет рубить или резать. И принимая бюджет каждого очередного финансового года, мы обязательно акцентируем внимание на наказах, как он будет в этих программах финансироваться, чтобы достигнуть цели и доложить людям, что эта задача решена. Это и строительство дорог, это благоустройство территорий, это и вода, это и дома культуры, школы. Чтобы законы республики были более проработанными и прикладными, в Госсовете при каждом комитете заработали экспертные советы. Как отметил Фарид Мухаммедшин, это ноу-хау себя полностью оправдало и вызвало интерес в других регионах. Это же наша затея, это наше изобретение. Нигде нет такого. По 10, по 12, по 15 человек, опытных людей из районов, из городов, из Казани, хозяйствующих субъектов, руководителей приходят с практики. Бог закон не пойдет, его не примут, он навредит. Давайте вот над этим поработаем. Также решением Госсовета вместо упраздненного Конституционного суда заработал Конституционный совет. Фарид Мухаммедшин подчеркнул, важно было сделать этот орган самостоятельным и с полномочиями. Самостоятельная структура, которая будет принимать и уже принимает решения, обязательные к рассмотрению всеми уровнями, ветвями власти и так далее, и так далее. Главное, что мы сохранили там этот коллектив. Подготовленные люди, опытные. От жителей республики депутаты Госсовета получили более 3500 обращений. Их рассмотрению и решению уделяли особое внимание. Письма идут отовсюду. Много внимания уделяем этому. Считаем, что это обязательное наше дело депутатское. Значит, работать с нашим избирателем и не оставлять без ответа ни одно обращение. Журналистов интересовало будущее нового созыва парламента и самого Фарида Мухаммедшина. Он рассказал, что пока не принял решение, будет ли снова баллотироваться. Но еще время есть, время покажет. Я человек ответственный, если, значит, потребует ситуация, она непростая. Может быть, и поработаю. Еще раз говорю, решение мною не принято. Но наверняка вы держите в уме кандидатуру на пост спикера парламента, поскольку все-таки... Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня? Не буду называть. А как вам обсуждаемая кандидатура Марата Готовича? Отличная. И таких много. В Спасибо. Татарстане много таких подготовленных людей, которые с удовольствием бы продолжили. В завершении встречи Фарид Мухаммедшин поблагодарил журналистов за работу и поздравил их с Днем российской печати. Он будет отмечаться завтра. Поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Без вас я не вижу деятельности парламента республики. Невозможно эта работа. Мы же публичная, открытая, так сказать, организация, учреждение, представители этой ветви власти. Вы доносите до народа все, что мы делаем, все, что не доделываем, но мы через вас тоже получаем подпитку о проблемах, о задачах, которые надо на законодательном уровне решать. На традиционной совместной фотографии Фарид Мухаммедшин продолжил общаться с журналистами. Дмитрий Айрин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.